Вот уж кому не помешал бы и мирный атом, и быстрые нейтроны. Да и вообще профессионалы электрического дела. В Якутии, в поселке Полидуй, световой коллапс, причем очередной. Сразу в нескольких домах сгорели все бытовые приборы. Ветхие инженерные сети – одна беда на весь север. Но все-таки дело света решается. Строятся новые инженерные колеи. И что любопытно, сейчас ток в проводах становится предметом экспорта между субъектами. Видеоинформация вашему вниманию прямо сейчас зажигает мой арктический коллега Дмитрий Макаров. Жители труднодоступного поселка Пелидуй стали жертвами очередного энергетического коллапса. Сразу в нескольких домах сгорели все бытовые приборы. По словам очевидцев, произошел большой скачок напряжения. Лампочки лопнули, мы даже не меняли еще лампочки. Вот в ванной они просто лопались. И вот то, что успел он с розетки выдернуть, так это холодильник спас. Остальное все сгорело, получается. Вот оно впыхнуло, и с розеток шел дым. Ветхие электрические сети – источник постоянных проблем. Жалобы жителей в адрес энергетиков исчисляются сотнями. Вся надежда на новую линию электропередачи, которая уже подошла вплотную к деревне. Когда узнают, что ты работаешь вот именно в этой части, в энергетике, да, когда люди узнают, что к ним идет вот линия в металле, да, которая сейчас выполнена уже, вот, все с одной надеждой. А вы знаете, что у нас было? Поселок Пелидуй, как и многие другие, оказался на пути энергетического мегапроекта, реализуемого сразу в двух регионах страны. Якутию и Иркутскую область впервые в истории соединяют высоковольтными ЛЭП. На очереди Магадан. Все проекты являются государственным заказом. На все проекты государство выделяет деньги, государство конкретизирует четкое задание, что мы должны делать и для каких целей. Проект реализуется 4 года и предусматривает более 2000 километров новых линий. Основная часть уже построена. Магистрали проходят рядом с богатыми месторождениями нефти, газа, золота и алмазов. Инвесторы спешат делать заявки на их разработку. Специалисты заверяют, электричества хватит всем и даже будет в избытке. Потребитель туда должен подойти в полном своем объеме, да, лет через 7-10. Да? Потому что если мы строим линии электропередач или подстанции только на конкретного сегодняшнего потребителя, то ни о каком развитии речь не может идти. Да? То есть мы только построили, потребитель пришел, все, и мы опять находимся с дефицитом электроэнергии. Еще в советское время на северо-востоке страны были построены каскады мощных гидроэлектростанций. Они и сегодня являются главными источниками выработки энергии. У каждой есть излишки киловатт, которые некому продать, отсутствуют линии. Сейчас ток в проводах становится предметом экспорта между субъектами. Теперь можно дешевую сибирскую электроэнергию подать на Дальний Восток. А пользуясь тем, что у нас много часовых поясов, когда наступает ночь на Дальнем Востоке, наша дальневосточная энергия передавать через Сибирь в объединенную энергосистему страны. Это на самом деле то, что было запланировано еще в далекие времена, во времена ГЛР. Вот сейчас мы подходим к реализации этого проекта. Подстанция Пелидуй – один из крупнейших строящихся объектов мегапроекта. Работы ведутся днем и ночью. Ранняя весна создает рабочим дополнительные трудности. Дороги становятся непроходимыми, техника утопает в глине. Но срок подачи напряжения остается прежним. Сдача в эксплуатацию подстанции запланирована уже на июль этого года. Она завершит линию Чернышевский, Мирный, Ленск-Пелидуй, которая впоследствии станет звеном энергетических систем Востока. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести Арктики.